Сегодня 85-летие отмечает служба пропаганды и безопасности дорожного движения. Сотрудники этого старейшего подразделения госавтоинспекции – универсалы, которые осваивают сразу несколько профессий. Они должны уметь общаться с прессой и участниками дорожного движения, должны быть компетентны во всех сферах деятельности ГИБДД, в совершенстве знать законы и хорошо владеть навыками фото и видеосъемки. О креативных подходах инспекторов по пропаганде репортаж Антона Булаева. Правила дорожного движения нарушают все, и взрослые, и дети. Но маленькие пешеходы наиболее уязвимы. Почти половина ДТП с участием детей случается по их вине. Основная причина – элементарное незнание правил безопасности на дороге. Сотрудники отделов пропаганды всеми силами стараются искоренить эту проблему. Формирование законопослушного участника дорожного движения должно складываться как раз-таки с самого юного возраста. Поэтому мы работу строим как раз-таки с дошкольного возраста. И именно в детских садах огромная работа проводится по пропаганде правил дорожного движения. Также большая работа проводится и в образовательных учреждениях, в высших учебных заведениях, когда ребята самостоятельно участвуют в массовых мероприятиях в качестве волонтеров. Это тоже огромнейшая работа по профилактике и предупреждению ДТП. Нередко на улицах можно встретить сотрудников ГИБДД, которые в сопровождении юных инспекторов дорожного движения проводят различные акции, флешмобы и рейды, пропагандирующие безопасность дорожного движения. К примеру, уже 2 года пешеходов призывают надевать светоотражающие элементы в темное время суток. Небольшой фликер делает человека более заметным, а значит спасет ему жизнь. Именно об этих преимуществах рассказывают горожанам неравнодушные активисты. Чтобы маленьких детей в темноте машины тоже замечали, чтобы они были яркие, их замечали, да. И раздаем светоотражающие наклейки. Держи, это наклеечка, приклеишь ее себе вместо значка, чтобы ярко светило, хорошо? Мы слышали, что сейчас это очень активная такая идет агитация, так что да, это очень полезно, я считаю, очень нужно, особенно для деток. Очень хорошо придумали. Учим, да, обязательно правила дорожного движения, на какой цвет идти, на какой стоять, все мы это знаем. В последние годы количество экипажей ДПС на улицах городов все меньше. Часть их функций по контролю скоростного режима и проезда перекрестков теперь несут камеры наблюдения и рубежи контроля. Впрочем, информационная агитация безопасного вождения тоже делает свое большое дело. К сожалению, есть и из числа участников дорожного движения те, которые правилам дорожного движения пренебрегают. Появляется правовой нигилизм. Работа пропаганды безопасности дорожного движения не сводится только к сотруднику госавтоинспекции, стоящему на маршруте патрулирования, либо несущему службу на определенном конкретном месте. Здесь одной работой госавтоинспекции не справится. Здесь мы подключаем общество, чтобы само общество повернулось к этой проблеме, и совместными усилиями мы достигли безопасности на улицах и дорогах нашего города и республики, и России в целом. С начала года только столичная автоинспекция получила более 300 сообщений от неравнодушных горожан о грубых нарушениях правил. В результате 250 водителей привлекли к административной ответственности. Юрий Шибаев – один из народных активистов. Молодой человек отправил в ГИБДД более 50 фото и видеоматериалов на злостных нарушителей. По его словам, все началось год назад, когда он в одиночку решил бороться с автохамами в своем дворе, которые парковались на тротуарах. Фиксировал нарушение на свой мобильный телефон и отправлял посредством приложения мобильного сотрудникам ГИБДД. Они обрабатывали и отправляли письма счастья водителям с соответствующим штрафом. Реакция водителей, значит, с этого начну, достаточно агрессивная. Соседа водителя, я просто помню это, когда фиксировал нарушение очередное, он проезжал мимо и с каким-то таким скептическим отношением говорил, что, мол, опять стучишь, как бы вот такая вот у него позиция. А еще про сотрудников пропаганды говорят, что они мастера на все руки. Автоинспекторы, юристы, психологи, педагоги, журналисты и даже операторы. Наглядные репортажи о крупных автоавариях, задержании пьяных нарушителей и полицейских рейдах, которые благодаря СМИ затем смотрят водители и пешеходы, имеют большой профилактический эффект. К примеру, в этом году в Коми наметилось заметное снижение по 3 основным показателям – числу ДТП, количеству раненых и погибших.